Салям алейкум! В эфире Jungle Studio, и сегодня у нас в гостях украинская группа, играющая в стиле джаз-мануш Gypsy Urban. Итак, дорогие друзья, хочу вас ближе познакомить с участниками группы Urban Gypsy. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли сегодня к нам в гости. Как настроение? Отлично. Супер. Кто основатель вашего коллектива? Джанго Рейнхард. Джанго Рейнхард, да. Ну, вы считаете себя его последовательными? Мы играем частично его музыку, играем в том стиле, в котором он писал, играл сам. А именно ваш коллектив кто создал? Чья была идея? Это была моя идея. Я очень хотел играть эту музыку и искал людей, которым бы это тоже было интересно. Как вы нашлись? Как вы поняли, что хотите играть именно эту музыку? Я знал, что есть такой скрипач Матвей, который любит играть такую музыку. И его пригласил. Да, собственно говоря, могу продолжить, если Дима позволит. Да. Эту историю очень интересную. Значит, сижу я на кухне, никого не трогаю, варю кофе. И вот звонит Дима. А мы, кстати, я до этого жил в Чехии 5 лет, и мы не виделись с Димой вообще лет 10, да? Где-то, может, даже больше. Тут звонок, Дима Кушниров. О, ничего себе, думаю, нормально, столько лет прошло, человек меня помнит, значит, что-то ему нужно. В общем, Дима мне позвонил, предложил создать такой проект.
Джаз Мануш, я очень с радостью сразу же пошел навстречу, потому что я увидел в этом хорошую перспективу поиграть с хорошими музыкантами. Расскажите об истории возникновения джаз Мануша и вообще, что это за джаз? Джаз Мануш возник, вот его автор как раз гитарист Джанго Рейнхард, бельгийского происхождения. Он очень хорошо играл на банджо, но был очень известный в музыкальных кругах, но с ним случилось несчастье. Он загорелся в своей бричке, и у него очень сильно пострадала рука левая и нога. И он лежал 18 месяцев в больнице, то есть как бы продолжение его карьеры музыканта, как бы она была под сомнением, но вот брат его брат Джозеф,
Он подарил ему гитару, и вот он начал учиться играть на гитаре. И в это время он слышал приезжих из Америки джазовых музыкантов, до этого как бы он не горел джазом. Но вот он очень вдохновился и стал играть джаз. Но как бы он не похож на тот джаз, который американский, он другой. Здесь есть цыганские интонации, как бы они все пронизано этими интонациями. И он без барабанов, так и назывался, струнный джаз. А название «Джаз Мануш» оно пришло уже позже. То есть оно где-то в 70-х годах, по-моему, вот, приклеилось к этому стилю. И «Мануша» означает «человек» вот, на всех, наверное, цыганских языках. Вот. И этот стиль называют либо джипси джаз, либо джаз мануш. Но это французская музыка, это французская версия джаза. Человек с 3 пальцами достиг мировой известности И вообще. без музыкального образования. Еще и, да, основоположник нового стиля.
как вы считаете, можно ли сказать, что этномузыка сейчас в тренде? Да, я думаю, что она в тренде, и она будет в тренде. Очень нравится людям, на нее очень хорошо реагирует. Скорее всего, она будет в тренде. Конечно, это позитивный стиль. Она часто видоизменяется, Однозначно. ее как бы смешивает сейчас с разными стилями другими, и поэтому как бы, ну, она живая. Наверное, стоит сказать еще, что плюс ее в том огромный, что она несложная для восприятия. Она танцевальная, она в то же самое время, там есть очень большое пространство для импровизации, для мыслей, вот, но для слушателя она не сложна. Каким образом происходит творческий процесс? Потому что вы все разные, вы все творческие, и обычно у музыкантов бывают какие-то разногласия в коллективе. Как вы находите общий язык? Ну, тут либо терпеть, либо говорить. Я, конечно, говорю сразу. Я, наверное, больше всех говорю, что мне что-то не нравится. А что ж делать? Жизнь заставит сквозь слезы смеяться, да. Играть, что ж, денежку зарабатывать. Творческий процесс, в общем-то, происходит из того, что у нас более-менее сходятся. Есть точки соприкосновения, бывают моменты, вот как мы писали, например, нашу пластинку. И это были вообще одни из лучших, наверное, дней в жизни, когда мы все горели одним и тем же делом. Могу еще от себя добавить чуть-чуть. Очень большое значение еще имеет то, что мы уже знаем друг друга не первый день, и мы нашли просто, научились идти на компромисс просто друг к другу. То есть, если человек говорит, что так лучше, надо прислушаться, взвесить все за и против, а потом показывать свои амбиции. То есть, это меня касается, может, даже в первую очередь, потому что у меня есть в характере такое, немножко вот могу вспыльчиво воспринять какую-то информацию там, да, в штыки, а потом, когда я остываю, я понимаю, что вот ребята тут правы были. То есть, мы, слава богу, как бы научились друг другу идти навстречу, и это прекрасно. Это нам помогает.
Ну, как вы считаете, вот лучше музыканту развиваться в Украине или, может быть, ему комфортнее где-то или как-то что-то способствует тому, что он может с нынешней быть в другой доступностью стране? информации и обменом опытом у нас есть деятели, которые очень много сейчас делают для джазовой сцены в Киеве, привозят музыкантов из Нью-Йорка, завязываются связи, наши музыканты в свою очередь едут туда, и я думаю, что можно, оставаясь в Киеве, прекрасно путешествовать, разъезжать по всему миру.
Друзья, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо Было вам большое. познавательно, интересно. А на этом все. Дженвуд Студио еще не раз вас удивит. До встречи через неделю.